закона, законодательной выдумки, да, то есть что думаете об этом? Ну, практически все в шоке, поскольку мне известно, и людям известно, и руководству страны известно, может быть, это принятие того закона, который связано сегодня, все обсуждают, это связано с тем, что граждане, которые пребывали раньше, они пребывали как без вызова государства, и сейчас также без вызова государства остается, но с новыми правилами игры. Правило такое, значит, я если пребываю в России, то я имею право находиться 90 дней, при этом могу не иметь ни патентов и не иметь разрешения на работу. А если я возвращаюсь назад, как-то на следующий день я не могу приехать. Поэтому 90 дней в России, 90 дней в Таджикистане или в Узбекистане, в Киргизии. Вообще закон хороший. Почему хороший? Потому что я много раз предлагал нашим гражданам, что дети таджикистанцы, которые приезжают сюда, больше 10 лет не уезжают на родину. Но они не уезжали, потому что не приобретали того или иного, допустим, разрешения или регистрацию. Сейчас все мигранты проснулись, и всех тех же, называемые резиновые квартиры, идут к нам и говорят, мы хотим остаться в России. А для России что? Иди заплати деньги. Возьми 1000 рублей, иди заплати деньги. И граждане добровольно идут. Тогда в таком случае он не имеет права покинуть территорию России в течение 11 месяцев. Вот что будет в декабре 2014 года, ну, я не могу предугадать, что будет завтра. Может быть к лучшему, может быть, а не обратно, когда, потому что надо уже выехать, уже год, практически человек, разрешение на работу, регистрацию, он должен выехать на родину, они поедут или нет. Вот на самое главное, обратите внимание, когда мы говорим холода, прилетают птички, или улетают в другую сторону. А почему люди, даже холода, остаются в России? Потому до сих пор люди, которые приезжают из республик Средней Азии, ждут, когда определится своими задачами руководство того или иного государства. Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, руководство страны до сих пор не определился. Нам нужны эти дети, которые платят ежемесячно 1000 рублей в казну Россию, при этом они там ничего не делают. Ничего не делают, 5% трудоспособности. И Россию устраивают, при этом отдает, допустим, миллиарды долларов от газа и нефти, говорит, а вот деньги мигранты еще лучше. Пускай они заплатят нам. Я предлагал нормальные варианты, почему нет? Люди должны ехать в Россию. Именно строительными отрядами. И по полной программе, как называем, под четкий контроль государства. И мы общаемся ежедневно с людьми. Это катастрофа. Потому что люди приезжают без образования. Люди потом возвращаются без образования. Люди возвращаются, забывая свои обычаи, традиции. И не приносят новые обычаи, традиции. Люди приезжают, якобы здесь им гражданство получают, они женятся, дети рождаются. И дети бросают обратно, они уезжают назад. Более 200 тысяч детей родились здесь, от граждан Таджикистана. Это женщины плачут. Российские женщины. Пускай даже женщина-мигрантка с другого государства, но она родила здесь. Таких куча фактов. Ну а кто будет принимать решение? Надо раз навсегда решать. Если нужны иммигранты, надо говорить открыто. Уважаемые люди, я президент страны, господин Путин, объявляю, что без мигрантов жить нельзя. У нас 6 миллионов безработных. Но об этом никто не говорит. Что 6 миллионов у нас безработных, но мигрантов никто не собирается провожать на родину. Потому что у нас открыты границы. Потом надо вести испытания. Если мигранты не нужны, уважаемые граждане, я вам даю как президент 3 месяца срока. Выбирайте себе рабочее место. Если на этих рабочих местах не будет, мигрант будет контракт подписать на 5 лет. Он идет до 5 лет, прибывает сюда, он будет работать вместо гражданина России. Зарплата на 2 раза больше. Потому что он должен идти к врачу, заплатить. Он должен пойти в управление ФМС, заплатить. Он должен идти в квартиру резины, не брать другой, он должен заплатить. Он должен нашему полицейскому заплатить однозначно, потому что полицейский маленький зарабатывает в России. Это все должен делать кто? Мигрант. А другая сторона говорит, что да, уважаемые мои дети, таджикистанцы, вы езжайте в Россию, можете больше не приезжать. Потому что там нужны рабочие руки. А вот тут не нужны. Мы сами благодаря вас находимся на дотации. Вы принесли нам деньги, мы ваши деньги используем, а вы погуляйте где хотите. А ваши дети и внуки, ваши проблемы, хотите заберите, не хотите не забирать. А чем остается больше заниматься национальным диаспором? Вот самое главное вопрос возникает. Надо чаще провести встречи с руководством с миграционной службой. Они этого не хотят. Потому что они такие же люди подставные. Я имею в виду не как национальная диаспора руководители подставные, а как подставные другие министры. Они
выполняют чьи-то миссии. Может, американские миссии они выполняют. Вот сегодняшний день русский народ уничтожен. Каким путем? Ширпотреб. Вся гибрид, который поступает с запада, вплоть до банальной огурцы, благодаря различных странах, дружеских как Россия, Европа. Но никогда Европа не была друг России. Это Россия, евроазиатское государство. Кормит наших детей. Макдональдсы придумали здесь. И водочка сверху. Спирт, пожалуйста, заливает, вся Подмосковье пьет, и мы все радуемся. Где наши дети? Российские дети тоже наши дети, потому что там большинство из россиян, дети, которые мигранты приехали, они уже научились здесь жить, остаться и дальше работать. Вот даже сейчас каждому наша голова болит, в первую очередь. Спасти надо Россию. А не таким путем каждый год мы принимаем миграционную концепцию. Непонятно, куда деться. Тем более при правительстве. Мы создаем общественный совет при правительстве. Непонятно, кто туда выходит, откуда они появились. Мы создаем общественный совет при МВД России, члены общественной палаты. Мы начинаем десятки чартерных рейсов отправлять в Таджикистан. А почему столько чартерных рейсов в Таджикистан летает? Население Таджикистана сегодня там 8 миллионов. Но летает туда, получается, выгодно, чем в других западных странах этих самолетов, потому что 50% населения Таджикистана это люди, которые ищут или в поисках работы. Их надо привозить, надо их обманывать. Потом привезем в аэропорту, скажем, ребята, вы знаете, извините, вы депортированы. С задним числом. Когда у нас сотрудник полиции совершает преступление, он всегда с задним числом уволен. У нас все покупают билеты, никто их не останавливает в Таджикистане. Пролетают в Домодедово, Внуково, где хотим, они все депортированы. Как так можно жить? Это, кстати, в связи с этим, да, вопрос такой возникает. Если, ну, если, условно говоря, Единая Россия таким образом пытается там добиться сокращения миграционных потоков, да, а как вы думаете, ну, тогда для людей, которые здесь работают, да, для них какой самый оптимальный вариант вот в этих условиях каким-то образом, там, ну, лучше всего, там, чтобы выжить, да, то есть как бы для них самый лучший выход тогда какой? Это подписать правильный регламент работы руководства страны, того, где донора, с руководством России. Мы должны правильно регламент составить, регламент работы наш, срок пребывания граждан. Потому что в этой государстве может в любое время меняться законы, которые будут не в пользу мигрантов. А мои люди едут туда, в Россию. Я должен создать рабочие места. Дайте 5 лет, господин Путин, нашим таджикам, и дайте нам 10 миллиардов долларов. С 20% банковским мы вам возвратим. Мы хотим создать рабочие места для сначала женщин Таджикистана, трикотажный комбинат. Построить наш Рагунский ГЭС, продать электроэнергию, вам отдать. Но Путин не даст. Я вам сразу говорю, никогда не даст, потому что воруют деньги. Нынешние власти воруют, ему самому страшно. А может он не хочет, потому что на самом деле Таджикистан станет державой. В это время начинается, соответственно, давление на своих соседей. Там тоже надо навести порядок с соседями, чтобы не было вообще границы. Я сегодня вот предложил нашему коллеге на Севастополе заявление, что объединить всех республик Средней Азии под единым парламентом. Провести референдум в каждой республике. Не позднее этого года. Мы все хотим, чтобы 5 республик объединился. Потому что на нас сейчас будет нападать Афганистан, на нас будет нападать Китай, а это сильнейшие государства. Все то, что богатство, то, что рай в мире находится в Средней Азии. И люди порядочные, люди хорошие там, порядочные. Только Великая Отечественная война, когда начался, практически 90% я не скажу, но старики там были, ну, все они там, и не выехали назад. Один только, по-моему, там остался, бедный Ленин. Потому что он лежал, он тоже хотел в Средней Азии поехать, там остался. Он остался до сих пор, остается здесь. Давайте тогда еще такой последний уточняющий вопрос сделал. Как вы думаете, не может ли получиться от принятия этого закона, что люди, которые не смогут оформить все эти документы, будут вынуждены просто вот, ну, как бы покидать рабочие места, и случится такой отток людей, и кризис будет? Я предлагал нашим гражданам не приехать в Россию. Я предложил, нечего вам тут делать. Пока нет конкретного решения. До сих пор нет решения. Если он мало что приехал, дал регистрацию, мало что он получил сегодня патент, но через месяц скажешь, а где он у вас ННН, дорогой таджик? Да он не виноват, я говорю, что он не виноват. Это таджик, который приехал в Федеральную миграционную службу. Да берите хоть сколько хотите деньги. Сейчас граждане Таджикистана, которые депортированы, готовят в пачках вот столько денег по 100 тысяч рублей. Хотят отдать в бюджет Россию, уберите эту депортацию, которую он не совершал депортацию. Бумаги были все, паспорта у работодателя, он не хотел деньги заплатить. Они были депортированы благодаря близких отношениям с Федеральной миграционной службой. Ввели в общую базу. Вот сегодня я говорю, не приезжайте. Для того, чтобы приехать, вы должны убедиться.
Должен именно за вами, за ваши вот цели, которые чтобы стоял именно посольство Таджикистана, дипломатическое, что это ваши граждане. Вы звоните туда, в посольство. Если говорит, да, приезжайте. Или работодатель подписал бумагу там через посольство, через представителя миграционной, тогда приезжайте, что вас здесь ждут. Да вас здесь, сейчас рынки закрываются. Они практически все на рынках же были. И так же нельзя делать. Поэтому средства массовой информации, газеты, журналы, то, что в Таджикистане и России, должны говорить с утра до вечера. Правильно говорить. То, что мы говорим, должны донести до каждого гражданина Таджикистана. Вот мои слова должны дойти до каждого квартиры, до каждого дома. Потому что в каждом доме от 2 до 5 находятся мигранты. Надо подносить, ничего страшного. Я бы говорил, дорогие мои родители, дорогие мои мамы, папы, ваш ребенок едет зря в российское государство, это сейчас 2014 год. Для вас не 2001 год. Страна развивается, Россия. Готовится новый, более суровый закон по отношению к гражданам нелегально. Поэтому будьте более внимательны. И самое главное, спрос должен быть с вашей стороны, у руководства страны. Спрос, куда девать наших детей. И не надо отправлять в Арабский Эмират, не надо отправлять на Северный Кавказ ваших детей. Они идут воевать ради чтобы приобрести хоть или таблетки для своей матери. Это молодые парни. Если с России мы отправляем гробов, то разрешается, то в арабском мире еще ни один гроб не был отправлен в Таджикистан. Тоже вопрос возникает, почему так делается, потому что там они с другой стороны пошли там учиться в медресе, нет. Они пошли воевать. Не сами добровольно, их агитировали. Их продали практически. Нация Таджикистана вымирает. Наравне с ними вымирают киргизы, узбеки. Кто заинтересован, чтобы там хозяйничать на территории Средней Азии? Враги ислама. Враги ислама хотят сегодня уничтожить Республику Средней Азии. Это традиционный ислам. То, что вы идете в церковь, я иду в мечеть. И мы потом выходим друг друга, обнимаем. Это хорошее, считаю, более светлое для всех нас, более цивилизованное, как религия ислама и христианства. Нет.